За 7 месяцев 2024 года россияне отдали дистанционным мошенникам около 99 миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации. Называется он «Вестник киберполиции России». За 7 месяцев этого года в России зафиксированы около 577 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, из которых 437 тысяч связаны с мошенническими действиями и попытками хищения денежных средств у российских граждан. По оценке Вестника киберполиции России, ущерб от телефонного мошенничества и киберпреступлений в России в 2024 году на данный момент оценивается примерно в 99 миллиардов рублей. Это же страшная сумма, товарищи. Статистика по республике Саха-Якутия также не является утешительной. Согласно данной статистике, предоставленной прокуратурой республики, сумма ущерба, нанесенного гражданам, составляет 737 миллионов рублей. 2484 преступления в IT-сфере зарегистрировано, и из них раскрыто почти 30%. Самыми распространенными схемами обмана граждан остаются звонок от оператора связи, сотрудников ФСБ и Центробанка, а также вовлечение в сомнительные инвестиционные проекты. О том, как противостоять мошенникам, мы продолжим говорить в нашем новом выпуске передачи про деньги. Сегодня у нас в гостях первый заместитель прокурора республики, старший советник юстиции Губин Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Думаю, что разговор наш стоит начать с того, что озвучить статистику. Есть ли данные по количеству пострадавших от действий дистанционных мошенников и какова сумма урона, нанесенного гражданам республики? К сожалению, по итогам 8 месяцев и количество потерпевших у нас увеличилось порядка на 10%, достигло количества примерно 2400, и сумма причиненного ущерба гражданам выросла с 500 до 700 миллионов рублей. То есть наблюдаем значительную активизацию противоправной деятельности и увеличение количества совершенных преступлений. И суммы растут, да? Суммы растут. Если по месяцам приводить, для сравнения, в январе граждане потеряли порядка 50 миллионов рублей, то август месяц он был рекордным, 211 миллионов рублей. И преобладает схема крупных потерь этой инвестиционной деятельности. Угу. То есть выросла практически в 4 раза. Да, сумма именно за август значительно выросла. Ну и есть у нас статистика по социальному положению потерпевших, порядка 40% это лица, работающие по найму, 20% это лица, не имеющие, как ни странно это звучит, постоянного источника доходов, которые берут кредиты. Ну и в основном у нас крупные потери – это кредитные денежные средства. И всего лишь 10% – это муниципальные государственные служащие. Из этого числа преобладают сотрудники Министерства здравоохранения и Министерства образования. В принципе, грамотные люди, которые становятся жертвами. Ну а так, по жертвам все слои населения у нас подвержены, от простых рабочих, сантехников и до профессоров учебных заведений. То есть, к сожалению, никто не защищен, и очень часто люди попадают под влияние преступников. Что касается возраста, то у нас основная категория – это, опять же, порядка 35-40% – это люди активного возраста от 30 до 49 лет. Пенсионеры, лица старше 60 лет – это вторая группа, которая подвержена этим нападениям преступным. Это порядка 20%. Ну и дальше распределение идет, начиная от 18 лет, это порядка 13% и так далее. Но две основные группы – это, получается, люди трудоспособного, зрелого возраста и пенсионеры. Ясно. А изменились ли способы и схемы хищений, которые применяют мошенники?
К сожалению, основные способы, они практически неизменимы. Изменились некоторые подходы, некоторые уловки, которые влекут к тому, что человек начинает говорить с мошенником, так скажем, поводы. Ну а в дальнейшем все переходит в стандартную плоскость. И два основных способа, которых хотел бы остановиться, это так назовем специальная операция, и второй способ инвестиционной деятельности, это при которой люди несут самые крупные потери. Крупными потерями мы называем потери от 1 000 000 рублей и выше. Что касается первого способа, опять же, здесь разные подходы. В последнее время участились сообщения в мессенджерах WhatsApp, Telegram, когда якобы руководитель пишет подчиненному, что сейчас будет звонок со стороны сотрудника Нацбанка или со стороны сотрудника ФСБ, необходимо переговорить, что образовалась определенная проблема в коллективе. Либо поступает звонок от оператора сотовой связи о том, что договор абонентского обслуживания окончился, необходимо дистанционно его продлить. Приходит СМС, необходимо это СМС продиктовать, ну и дальше взлом сайта госуслуг и дальнейшая операция. Либо сообщать человеку о том, что с его денежными средствами, лежащими в банке, определенные проблемы, что зафиксирован перевод денежных средств на счета вооруженных сил Украины, либо просто, что на ваше имя оформляются крупные кредиты. И дальше идет стандартная схема по этим подходам. Это когда человеку сообщают, что необходимо принять участие в специальной операции. При этом человеку посылают документы, мы их на экран, если техника позволит, выведем. И документы снабжены подписями, печатями, реквизитами Нацбанка, банков, которые работают у нас в республике, Следственного комитета, ФСБ, из которых следует, что зафиксирован, допустим, спектр этих документов очень широкий, но все они выглядят очень, так скажем... Достоверно, да? Достоверно, да. И здесь я хотел бы сразу предостеречь людей, что получение таких документов через WhatsApp, Telegram — это прямой сигнал к тому, что в отношении вас происходят мошеннические действия. Официальные правоохранительные органы не направляют документы через мессенджеры. Всегда этот документ либо придет к вам по почте заказным письмом, либо вы его получите лично. И также хотел бы еще раз напомнить нашим гражданам, что дистанционное участие в специальной операции не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Если вас вдруг, а это случается очень редко, привлекут для участия в некой специальной операции, то вы придете в служебный кабинет к сотруднику правоохранительного органа ФСБ, МВД, оформят массу документов, возьмут различные подписки, снабдят специальной аппаратурой, и тогда участие через Telegram, через WhatsApp — это первый признак того, что вы находитесь в обработке мошенников. Да. И в последнее также время участились звонки через мессенджеры, когда на видеозвонок выходит якобы следователь, также мы фотографии выведем на экран, либо ФСБ, либо Следственного комитета, и который также фактически запугивает потерпевших, предупреждает о несуществующей уголовной ответственности за отказ за участие в специальной операции. И мы детально анализировали, нелогично, когда человеку сообщают, что на твое имя оформляется кредит, и чтобы решить эту проблему, человеку предлагают взять еще некий другой кредит. Встречный, да? Встречный, так называемый кредит, что абсолютно, наверное, нелогично. Да. Когда мы посмотрели и почитали подробно допросы и ведем постоянные беседы с потерпевшими в прокуратуре республики, отмечаем, назовем это так, происходит психолого-техническое воздействие на потерпевшего, когда, во-первых, потерпевшего очень сильно запугивают, и, во-вторых, когда представляют массу этих документов, видеозвонок идет. Как правило, люди в своей обычной жизни не общаются с ФСБ, МВД, Следственным комитетом. Но здесь уже сам некий стресс такой, и под влиянием этого стресса происходит дальнейшее запугивание, и людей заставляют брать кредиты.
сразу же также одним из первых признаков того, что в отношении вас совершается мошенничество, когда вы получаете кредит, потерпевшему предлагает его взять наличными деньгами и перевести через банкомат третьим лицам. Абсолютно предлагают не реквизиты официального правоохранительного органа, а предлагают реквизиты физического лица. То есть тоже, если вдруг вы попали в эту ситуацию, но остановитесь, и нельзя ни в коем случае переводить деньги просто физическому лицу. То есть это также признак того, что действуют в отношении вас мошенники. Да, а какой довод вот мошенники приводят, что человек соглашается переводить на карту физическому лицу? Что идет некая комбинация, специальная операция, что эти деньги, которые человек переводит, не являются его собственностью. Это деньги в некоторых случаях Росрезерва, и необходимо, это опять же все в документах, в этих лжедокументах отфиксировано, что необходимо полностью руководствоваться указаниями инспектора, специалиста Нацбанка и так далее, и выполнять пошагово все его инструкции. Если не выполнишь, то опять же идет запугивание привлечением к уголовной ответственности. Еще раз скажу, что эта схема применяется исключительно мошенниками. Официальные правоохранительные органы никогда не будут от вас требовать перевода денег на какие-либо реквизиты, счета, тем более дистанционно. Конечно, тем более правоохранительный орган. Да, тем более правоохранительный орган. Поэтому зафиксировано случаи, когда люди находятся вот под таким влиянием, под слуховым контролем, под визуальным контролем, буквально сутками. То есть постоянно с человеком разговаривают, запугивают, запрещают говорить близким родственникам под угрозой разглашения данных предварительного расследования, буквально отпускают на сон на несколько часов, и затем дальше человека буквально ведут по банкам, называют, где какой расположен банкомат, где произвести обналичивание, где получить кредит, и полностью человек находится вот в таком каком-то вакууме, фиксируя случай до недели. Поэтому важно нам всем уже, потому что правоохранительные органы проводят большую работу по профилактике, но важно, чтобы мы все вместе, кто услышал, у кого есть эта информация, как минимум довели до близких родственников, до своих родителей, до пожилых, и обращали внимание на поведение в семье, как тот или иной родственник ведет. Потому что мы когда в прокуратуре спрашиваем, неделю, а как супруг там был? Такое ощущение, что люди в семьях мало общаются и не интересуются проблемами друг друга, но потом получают вот такие вот финансовые проблемы в виде 10-12 миллионов рублей. А вот потерь. Да, я бы хотела спросить, Сергей Анатольевич, расскажите подробнее, вот как люди ведутся на сомнительные инвестиционные проекты? Вот почему они в этом случае в основном связываются с мошенническими схемами? Это вторая схема, основная, при которой у нас зафиксированы крупные потери, как я сказал, уже свыше миллионов рублей. На мой взгляд, конечно, это желание изначально, так скажем, алчность заработать. Быстро, да? Да, быстро заработать деньги, причем, как правило, это опять же кредитные деньги, то есть не вкладывает человек свои деньги в какую-то инвестиционную деятельность, а он опять же под влиянием этих мошенников оформляет кредиты, оформляет переводы третьим лицам. Зачастую фиксировали случаи, когда инициативно человек сам сидел долгое время в интернете, просматривал какие-то ролики, рекламу и заполнял анкеты со своими данными, и затем выходили мошенники. Здесь примерно аналогичная схема обработки, когда в систему обработки включается 3, 4, 5, 7 мошенников, которые под различными названиями должностей обрабатывают человека, создают впечатление реальной инвестиционной деятельности, предлагают скачать приложение, в котором есть личный кабинет человека, где отображаются котировки нефтегазовых рудных компаний, сумма, баланс, и создают видимость, что возможно вывести эти деньги. Дают небольшую сумму, человек миллион положил, ему 10-15 тысяч продемонстрировали, что можно вывести заработанные деньги. Как правило, все начинается с небольшой суммы, человек ложит 10 тысяч рублей и в течение дня видит, что его 10 тысяч превратились в 20 тысяч рублей. Здесь, как в известной сказке, чудес-то с Буратино, да, как мы знаем, не произошло, и необходимо понимать, что такие доходы, они
на пустом месте не возникают. И никто, когда некоторые потерпевшие говорят, что еще якобы вот этот инвестиционный менеджер вложил в его пользу какой-то там миллион, чтобы ему помочь, чтобы он разбогател сказочно. Ну, все мы понимаем, что никто там простому человеку там, с доходом в 60 тысяч рублей, никто не будет вот так вот. И, наверное, большинство из наших граждан и инвестиционная деятельность — это понятие, наверное, несовместимое. Это специфическая деятельность, где, ну, возможно, какие-то заработать деньги, но этому надо обучаться, заключать договор, опять же, письменный с реальным менеджером и отслеживать его работу. Да? А через интернет, через WhatsApp, через Telegram это, как правило, действуют мошенники. А также люди у нас предоставляют через Skype доступ к своему телефону, и мошенники, ну, уже там без участия там человека орудуют и также направляют в банк, где получить кредит, куда этот кредит перевести, опять же, физическим лицам. Здесь идет под предлогом обмена рублей на доллары. Но это идет до определенного момента, до вложения, там, допустим, 1,5 миллиона человек вложил. И затем схема, она стандартная везде, идет, назовем эту вторую часть инвестиционной деятельности, это возникновение проблем. То есть, когда человек уже вложил свои 1,5 миллиона рублей, своих и кредитных, начинаются некие проблемы. Сообщение о том, что на в вашем кабинете лежит определенная сумма, там $30 тысяч, необходимо теперь ее застраховать. Иначе весь счет заблокирован. Действительно, человек видит в своем личном кабинете блокировку, он не может провести какие-то там комбинации со своими денежными средствами, возникает страх, паника, то есть чувство там удачи, наживы сменяется страхом, да. И здесь люди у нас, как правило, еще больше продолжают нести финансовые потери, когда они якобы покупают лицензии на инвестиционную деятельность, а затем платят некие страховки, затем платят Федеральному бюро расследования США за разблокировку счета, затем им сообщают, что они как-то не так ввели реквизиты, деньги пошли не на тот счет, и в процессе этого вот у нас отфиксирован несколько случаев, когда не только свои деньги переводили, но еще убеждали своих детей, своих коллег по работе, до 7 человек, когда вот такой обманутый инвестиционер обманывал еще своих близких родственников и подруг, которые тоже брали кредиты и вкладывали вот в эту деятельность. Причем все так убедительно. Вот один из последних случаев, допрос потерпевшей, когда она показала своему сыну, взрослому и образованному сыну, этот сайт, и включился в разговор этот инвестиционный менеджер-мошенник. Сын сказал, ну, 90% это все правда, а 10% это все-таки, я думаю, что могут обманывать, поэтому давай на всякий случай обратимся в полицию. Но когда обратились в полицию, было уже все понятно, что это мошенники, и они потеряли порядком 7 миллионов рублей. Вот. Вы абсолютно правы в том, что действительно инвестиционная деятельность – это такой отдельный сегмент, которому нужно учиться, и нужно учиться не один день, не один час, то есть даже не один курс. Вот. Если человек, который хочет себя найти в этой сфере, то ему нужно приложить максимум усилий, чтобы понять, как это работает. Вот. Наши телезрители, скорее всего, посмотрели уже выпуск с управляющим Национального банка, и поэтому делайте выводы, дорогие друзья. Мы продолжим с вами говорить. Все-таки я бы попросила вас остановиться подробнее на каком-нибудь из уголовных дел, которое привлекло ваше внимание в наибольшей мере, которое помогает все-таки раскрыть эту тему, как мошенники находят какую-то ниточку, за которую они тянут человека. Ну, они все стандартные, тяжело уже удивляться, потому что мы еженедельно общаемся с людьми. Но ниточка, как правило, у людей работающих, это доверие к руководителю. И на прошлой неделе даже от моего имени сотрудница получила телеграм-сообщение, что у нас в прокуратуре какая-то некая проблема, и этой проблему решают сотрудники ФСБ, и сейчас сотрудник ФСБ наберет. Это работник нашей бухгалтерии. Соответственно, хватило, так скажем, сообразительности сделать звонок начальнику отдела кадров и уточнить, а что же у нас за проблема с сотрудниками ФСБ, на что было понятно, что это действуют мошенники. Да? И
сотрудники Министерства образования, здравоохранения, как правило, попадаются на эту удочку, когда вот от главврача поступает вот такое сообщение, конечно, мы своим руководителям доверяем, да, тем более, что вот... Конечно. И это причем не взломанный аккаунт, это лже-аккаунт с фотографией с официального сайта. А затем идет стандартная схема, когда человек, доверяя своему руководителю, начинает разговор с лже-сотрудником ФСБ, ну дальше все по накатанной. Дальше запугивание, схема, ФСБ, МВД, Национальный банк, подключается там 5-7 человек, которые буквально часами человека заставляют ходить, причем в ночное время, когда у нас одна из женщин, из потерпевших, говорит, я понимаю, что что-то не то. Но, говорит, у меня слезы градом, этот сотрудник Следственного комитета продолжает напирать, что иди к такому-то банкомату, поскольку уже 7 банкоматов она прошла заблокированные, и вот настолько людей как бы запугивают, что вот люди под страхом вынуждены ночью идти к банкомату, снимать в одном банкомате сумму полученных кредитных средств и переводить в другой банкомат. Вот такие случаи, когда это буквально происходит как бы под стволом пистолета, настолько организовано вот это воздействие на людей. Но, как правило, это люди, тоже можно, конечно, какой-то определенный психологический портрет. Это зачастую, опять же, по статистике, небольшой перевес у нас здесь женщины, потому что они, наверное, более доверчивые. Пожилые очень часто теряют крупные суммы денег, потому что, опять же, здесь вот этот элемент доверия еще с советских времен к правоохранительной системе. Вот эти мошенники очень сильно манипулируют. Если люди, так скажем, молодого возраста более критично к этому относятся, и звонок на незнакомый номер они не ответят, то люди пожилого возраста, как правило, отвечают. Но надо отметить, опять же, что преступники совершенствуются, и звонки массово сейчас гражданам и республики, Российской Федерации уже выдают не физические лица, а бот-программа, которая в массовом порядке осуществляет дозвон. Если человек ответил и начал какой-то разговор, то тогда уже для системы это знак определенный, что контактный человек, и уже этот номер передается уже реальному, значит, сотруднику вот этого колл-центра, который начинает уже обработку. Этот сотрудник поговорит, если поймет, что человек контактный, готов с ним, так скажем, производить определенные манипуляции, тогда уже передается группе, которая специально, по-видимому, обученных людей, которые уже там 5-7 человек в течение там от 2 часов там и до недели будут человека вот так вот обрабатывать. Ну, это действительно так. И все-таки, может, дадите какие-то рекомендации вот тем же руководителям, да, или тем же сотрудникам вот, министерств, ведомств, бюджетникам, которые работают, вот, как им соблюсти вот какие-то определенные правила безопасности? Мы уже об этом говорили, но хотел бы вот такие ключевые моменты обозначить, которые должны как бы в определенный момент, может быть, остановить человека, который попадает в вот эту схему. Я еще раз повторюсь, что это я буквально как бы анализировал эту деятельность, вот в журнале «Законность» статья вышла даже. Вот последние лет 5 проанализировал. Вот эти схемы две, специальная операция и телефонное мошенничество, они меняются практически там порядка 5-7 лет. Подходы меняются, используют текущую ситуацию мошенники, социальные какие-то новости и так далее, чтобы подобраться. А в дальнейшем вот эта спецоперация, она никуда не испарилась. Здесь вот важно понимать, что, еще раз, специальная операция дистанционно не проводится. То есть если какая-то специальная операция проводится, вас пригласят в официальные органы. Безопасных счетов не существует. Все счета, они, в принципе, одинаковые. И когда вам говорят, что ваши деньги мы сейчас переведем на безопасный счет, это должен красный сигнал светофора в голове у каждого из нас загореться. Нету безопасного счета. Ни специального счета, ни безопасного счета и так далее. Нацбанк и тем более Росфинмониторинг физическими лицами не работают. Бланки удостоверения, если к вам приходит по WhatsApp, Telegram, в общем, первый признак, что это действуют мошенники. То есть наши правоохранительные органы, прокуратура и все остальные, если направляют эти документы, то с заказным письмом, там, с уведомлением, либо вручают лично под расписку. WhatsApp, Telegram не предусмотрен. Как и не предусмотрена работа какого-то некого следователя, который с вами
общается, у нас допросы исключительно заочные, очные. То есть в кабинете реальный сотрудник и так далее. Вот. Ну и, соответственно, если идет общение с правоохранительным органом через WhatsApp, Telegram в целом, то есть это тоже редко когда практикуется. У нас служебные телефоны существуют, они есть, и мы в основном через них работаем. А WhatsApp, Telegram, опять же, это признак заподозрить. Ну а как рекомендация руководителям, то я уже выступал в Министерстве здравоохранения, в Министерстве образования. Ну, постоянно надо напоминать своим сотрудникам и очень помогает личное общение. Если у вас есть в коллективах такой вот гражданин, который стал жертвой телефонного мошенничества, пусть это спецоперация или инвестиционная деятельность, надо с этим человеком поговорить, чтобы понять, как это происходит, ну и довести до своих коллективов. И не только коллективов, но и до своих родственников. Ну да, и, скорее всего, вот свести до минимума те общения в мессенджерах, чтобы сотрудники понимали, что вся рабочая переписка производится либо по электронной почте корпоративной, да, либо по рабочим номерам телефонов. Ну, возможно, да, но мы это вряд ли развитие технологий остановим. Это удобно, да, когда мы общаемся, какие-то рабочие моменты. Просто надо понимать, с кем ты общаешься. Да, Если пришло сообщение от руководителя, а он у тебя не был в телефонной книжке, ты рядовой сотрудник низового звена, тебе позвонил там министр, надо понимать, что министр маловероятно, что тебя наберет. Ну, людям приятно, когда министр набрал, они доверяют, начинают с ним общаться, ну и дальше попадаются на эти уловки. А вот что же все-таки делать? Вот, в любом случае нас смотрят телезрители, и думаю, что как предупреждение вот для них, да, чтобы сейчас прозвучало, что же делать человеку, когда он попал на уловки мошенников, стал жертвой, вот в первую очередь, куда ему обращаться? В первую очередь прекратить всякое общение и там надежду, что самостоятельно человек решит эту проблему, ну и обращаться, конечно, в органы внутренних дел, в дежурную часть, ну, может быть, даже вперед этого, если был перевод через банк, а не через банкомат, по заявлению заблокировать перевод этого счета, потому что когда это будет делать правоохранительные органы, это судебное решение, пройдет определенное время, пока это произойдет. Если вы осуществили перевод вот совсем недавно, то необходимо попытаться и заблокировать по своему заявлению этот перевод. Вот такое. А так, если у вас что-то есть, какие-то сомнения, у нас целые службы созданы в Министерстве внутренних дел. Телефоны мы на экран выведем. Если у вас хоть какие-то там малейшие есть подозрения, что происходит с вашим счетом, с вашими деньгами, то сотрудники вам разъяснят. И, как я уже раньше говорил, каждая банковская карточка имеет телефон официальный банка. Если есть какие-то там вопросы, вас напугали, что на вас оформляется какой-то кредит, позвоните, трубку положите, потом, если на этот же телефон наберете, он, как правило, недоступен, потому что используется IP-телефония, которая не позволит дать обратную связь. А наберите телефон в банке и уточните об этой проблеме. Также хотел сказать, у нас очень часто людей пугает, что деньги перечислили в пользу вооруженных сил Украины. Ну, здесь, наверное, уже пора сказать и всем вместе нам об этом задуматься, что вот этот миллиард, который практически в прошлом году мы потеряли, в этом году мы приближаемся к этой сумме, он как раз благодаря вот нашим потерпевшим как раз ушел в пользу вооруженных сил Украины, потому что те технические следы, которые удалось правоохранительным органам по крупицам собрать, они как раз вот ввели в сторону Украины. Там, в частности, ряд уголовных дел, город Днепр, колл-центр, где действовал. И здесь следует предположить, что большая часть этих денег пошла на нашего врага. То есть я не думаю, что мы такую сумму гуманитарной помощи, а вот те люди, которые участвуют в этих процессах, собрали, отправили в пользу вооруженных сил России, ниже чем мы вот таким образом профинансировали врага. Абсолютно верно вы отметили. Действительно, уважаемые телезрители, обратите внимание на эту информацию и поделитесь тем, что вы узнали сегодня из нашей передачи. Ну а я вас благодарю, Сергей Анатольевич. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Я уверена, что это не последний наш с вами эфир, что впереди будет уже такой более позитивный, с позитивными новостями, с наименьшей статистикой.
И я уверена в том, что мы все-таки победим вот эту проблему с дистанционным мошенничеством. От нас с вами, может быть, мало зависит, все зависит от наших телезрителей, как они эту информацию посмеются и скажут, что этого не произойдет, либо хотя бы там 5 человекам, как в WhatsApp, да, там перешли, там 5 человек, если они проговорят хотя бы со своими пожилыми родителями, это уже будет большая польза, и совместными усилиями мы сможем добиться каких-то результатов. Абсолютно с вами согласна. Мошенники получают персональные данные человека с помощью фишинговых сайтов и информационных баз, которые попали в интернет. Они могут знать вашу фамилию, имя и отчество, телефон, адрес, в каких банках у вас открыты счета и даже их баланс. Мошенники используют и ту информацию, которую люди сами выкладывают в интернет. Чтобы уменьшить свои шансы на встречу с мошенником, не публикуйте в открытом доступе, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, номер телефона, электронный адрес и другие персональные данные. Старайтесь избегать публикации фотографий банковских карт. Этой информации недостаточно, чтобы сразу украсть деньги, но хватит для того, чтобы начать общение и усыпить бдительность. Распознать мошенника можно по нескольким признакам. Первый признак. На вас вышли сами. Вам могут позвонить, прислать СМС, электронное письмо или сообщение с сомнительной ссылкой в социальной сети или в мессенджере, в том числе от имени вашего знакомого. Второй признак. С вами говорят о деньгах. Как о подозрительных операциях по вашей карте, так и о внезапном выигрыше, возможности получить компенсацию от государства или вложить деньги в высокодоходный инструмент. Это может быть любой сомнительный инвестиционный проект. Третий признак. Вас просят сообщить какие-либо данные, например, номер карты, срок ее действия и баланс. Код безопасности – это 3 цифры на обратной стороне карты, код из СМС или пуш-уведомлений, а также пин-код, логин и пароль от банковского приложения, какие карты и вклады у вас открыты, когда вы пользовались онлайн-банком последний раз и так далее. Четвертый признак. Вас выводят из равновесия. То есть пугают, торопят, не дают права выбора, давят на жалость или на жадность, чтобы у вас не было возможности принять взвешенное решение в спокойной обстановке и чтобы вы действовали импульсивно. Следующий признак – это когда вам предлагают вложения с высокой доходностью, займы по невероятно низким ставкам и другие якобы выгодные условия. Будьте внимательны при разговоре с незнакомцами по телефону. Мошенник может представиться сотрудником какой-либо организации, например, банка, государственных или правоохранительных органов, техподдержки, знакомым семьи. Он может подделать идентификатор вызывающего абонента, сайт организации или аккаунт известного вам человека, чтобы не вызвать у вас подозрений. Под каким бы предлогом ни обращались к вам мошенники, всем им нужно одно – ваши деньги. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.